27 сентября в Якутии отмечается День государственности. В 90-м году в этот день Верховным Советом Якутской Саха СССР 12-го созыва во главе с Михаилом Николаевым была провозглашена Декларация о государственном суверенитете республики, положившая начало новому этапу в истории Якутии. Якутская ССР была преобразована в Якутскую Саха-Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР и СССР, а через год, в 91 году, был учрежден пост президента республики. В декабре этого же года прошли первые выборы, победу в которых одержал Михаил Николаев. 28 декабря Якутская Саха-ССР была переименована в Республику Саха-Якутия. Из года в год этот важный праздник отмечают по всей республике. В этом году Якутия встретила юбилейный 35-й год со дня принятия декларации. В этот день в Якутске почтили память выдающихся государственных и общественных деятелей. Церемонию возложения цветов к памятнику политическому деятелю Максиму Амосову посетили представители правительства Якутии, народные депутаты, участники спецоперации, сотрудники и студенты СУФУ. Для нас, как для ведущего университета, это очень большая честь, большая традиция именно сегодняшний день памятнику одной из великих сынов нашей республики подложить цветы, память, вспомнить о том, что происходило и какие задачи перед нами стоят в будущем. И, надеюсь, вот эта вот традиция будет продолжаться и продолжаться. Возложение цветов прошли более чем у 10 памятников столицы республики. Общественно-политические деятели внесли огромный вклад в становление республики. На площади Орджоникидзе состоялось возложение цветов к памятнику видного государственного деятеля, одного из основателей автономии Якутии Платону Аюнскому. В мероприятии принял участие глава республики Айсен Николаев. Уже столько лет, как мы обрели определенную самостоятельность, и сегодня имеем определенные движения вперед и определенные большие достижения. Конечно же, то, что сделано республикой за эти годы, не поддается, наверное, никакому сравнению. Мы сейчас стали центром и Дальнего Востока, и фактически всей, наверное, восточной части нашей необъятной родины. Традиционные возложения цветов проходят во многих районах Якутии. Вилюйский улус по праву гордится именем Гавриила Чиряева, чье столетие якутяне отметили в этом году. Он является ярким примером самоотверженности и служения своему народу. И в знак признания его заслуг и целях увековечения его памяти распоряжением главы этот год в Вилюйском районе объявлен годом Гавриила Иосифовича Чиряева. Государственность нашей республики невозможно представить без наших выдающихся величан, без Гавриловича Чиряева, без Степана Филипповича Гоголева, без Степана Максимовича Аржакова. Именно эти люди заложили именно ту базу, на котором в 90-е годы наш первый президент Михаил Николаев открыл новую страницу истории нашей республики. Также в рамках празднования важной даты прошло вручение госнаград России и Якутии. Около 50 человек удостоились высокой чести и были награждены орденами, медалями и нагрудными знаками за различные заслуги перед страной и регионом. Ими были отмечены деятели культуры и науки, образования и здравоохранения, передовики промышленности и сельского хозяйства, представители социальной сферы и транспорта. Высшей же награды от республики орденом «Полярная звезда» был награжден Николай Парников за свою плодотворную и долгую деятельность, а также за свой вклад в развитие энергетики региона и страны. Я работал в энергетике с 1971 года. Это получается 54 года. Последнее мое место работы – это генеральный директор Сахэнерго. Сахэнерго это обеспечивало все северные улусы электроэнергией, теплом. Поэтому мы знали, что наша работа очень важная, от нас зависит очень много, потому что мы солнце, электроэнергия мы считаем, все считают, что это электричество, это второе солнце. Без тепла и без электроэнергии невозможно в современном мире жить и трудиться и работать.
Более 9 новых объектов были открыты в республике в День государственности Якутии. Главным событием стало открытие Международной орнитологической обсерватории в местности Охотский перевоз в рамках проекта «Полет Стерха». Кроме того, были введены библиотеки, школы и детские сады, а также центры реабилитации несовершеннолетних. Здесь, конечно, не обошлось без совместной работы, потому что все источники идут по отраслевым программам, в том числе еще и с комбинацией, потому что, вот, например, финансирование объектов в горном районе газификации шло по нашей государственной программе обустройства зон ИЖС для многодетных семей. Отремонтированы школы, детские сады. Они дают возможность тоже нашим детям получить комфортное пребывание в образовательном учреждении, дошкольном образовательном учреждении. Ну и вот семейные МФЦ, они дают нашим семьям возможность решать свои вопросы. Ряд социальных объектов в День республики открыли по всей Якутии. Копилка пополнилась дорогой и школами, спортивными залами и открытием газификации. В Алекминске в этот день открыли семейный многофункциональный центр. В новом помещении комфортно будет сотрудникам и ребятишкам социального реабилитационного центра. Всего год назад глава республики, посетив их в старом здании, дал добро инициативе народного депутата. Здесь же при центре начал свою работу семейный МФЦ. В Амге после капитального ремонта торжественной обстановки открылся детский сад Сардана. Общая стоимость ремонтных работ составила 40 миллионов рублей. Подрядная организация провела ряд ремонтных работ по обшивке наружных стен здания, демонтаж и монтаж штукатурки, а также покраска стен внутри здания, система отопления, сантехнических узлов и многое другое. По национальному проекту «Россия. Семья» с поддержкой Ильдархана Николаева и сына Сергеевича. Наш детский сад очень преобразился и снаружи, и внутри. Стал очень красивым, светлым, просторным. И вот в рамках капитального ремонта мы также приобрели мебель и оборудование примерно на 4 миллиона рублей. В Мегино-Кангаласском районе ввели в эксплуатацию новую асфальтированную дорогу протяженностью 3700 метров. Новая дорога улучшит проезд для пешеходов и установит безопасное движение. В районе продолжаются плановые работы по благоустройству внутригородских дорог. Комплексно. Тут освещение, барьерные ограждения, асфальтированный слой стабилизации. Но мы, скажем так, проект очень трудный, но мы справились качественно, сроки все вовремя. У нас вообще-то контракт заканчивается в 2026 году, но мы, как видите, вот сдаем сейчас участок, открываем проезд сегодня. Объект очень красивый, хороший, пускай народ пользуется, радуется. Поздравляю! Жители микрорайона Спортивный Чурапчинского наслега долго ждали запуска последнего этапа газификации – 10-го пускового комплекса. В этом комплексе подключено 214 домов, а по всему Улусу с 2024 года по программе социальной газификации подключено 3344 домовладения. Сегодня, вот благодаря федеральной программе газификации до 2025 года в нашем наслеге подключены 2231 домовладений. Всего 3 этапа вот 10-го пускового комплекса по газификации. Сегодня завершилась 3-й этап по пусковому комплексу. В День государственности Якутии 27 сентября глава республики Айсен Николаев провел традиционную прямую линию. Эфир длился 3 часа 23 минуты. Всего жители республики отправили 1672 вопроса. Сбор стартовал 18 сентября и продолжался до конца трансляции. На часть обращений руководитель республики ответил во время эфира, а остальные будут переданы в работу профильным министерствам и ведомствам. Традиционно много вопросов по социальным выплатам, строительству объектов и благоустройству. Часто встречались темы здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, связи и интернета. 62 населенных пункта арктической зоны Якутии должны быть оснащены уже интернет-связью. Главное, конечно, это оптоволоконные линии связи, которые будут пролегать через все районные центры, многие населенные пункты.
арктических наших районов. До конца текущего года планируется соорудить первую опору Ленского моста высотой 11 метров. Крайняя опора левобережной эстакады будет установлена на 18 сваях, устройство которых было завершено ранее. Об этом сообщил в ходе прямой линии глава республики Айсен Николаев. Он отметил, что главное, завершены работы по сборке первого кофердама. Этот огромный металлический цилиндр до 40 метров в ширину и 18 метров в высоту собирают на берегу и баржами доставляют для установки на дно реки. Всего кофердамом будет 3 под каждый пилон моста. Вывод в русло реки планируется в июне 2026 года, сразу после весеннего ледохода при большой воде. В этом году на левом берегу здесь уже одна из опор моста, вот крайняя, будет уже строиться для эстакады. На той стороне сейчас там вот проезды, отсыпка идет для эстакад. В следующем году кофердамы должны быть уже установлены на самом русле реки. То есть все идет по плану. В День государственности в Москве почтили память первого президента Якутии Михаила Николаева открытием кабинета музея. Он расположился в постоянном представительстве республики на 2-м этаже. В кабинете представлены книги, документы, фотографии. Каждая вещь оригинальная. На своем привычном месте лежит и авторучка, которой еще при жизни пользовался первый президент. Михаил Николаев внес огромный вклад в становление республики. Ключевые решения, определившие путь развития Якутии, принимались в том числе в этом кабинете. Я очень рада, мне приятно тут находиться. В музее пока вот он в таком виде, в котором он был с самого начала, как в 2002 году Михаил Ефимович параллельно с работой в Совете Федерации, он здесь был и проводил значительное время. Привлекло это собственноручное письмо Ельцину, которое написал Михаил Ефимович в 1997 году. И вот история фотографии, видимо, в Усть-Ялданском районе, который висит прямо напротив, и с Владимиром Путиным. И история этого фикуса, который вот сейчас больше 2 метров, а был маленьким росточком. 27 сентября – это праздник консолидации и единения всего многонационального народа республики. Благодаря усилиям выдающихся деятелей республики, обретенный почти век назад статус автономной республики в составе единого государства стал мощным импульсом для формирования экономического, научного, промышленного и духовного потенциала республики. Сегодня Якутия – одна из динамично развивающихся субъектов многонационального российского государства.